Ребята, всем привет! Сегодня у нас какое тут 27 августа. Мы с вами на реке Мокша будем ловить головля. Я сегодня с Романом. Мы, так скажем, на нашей полюбившейся локации. Здесь очень редко попадаются конкуренты, так скажем, поэтому нам нравится здесь рыбачить. Вот, крайний выезд показал то, что на перекате головля активного мы не нашли, но нашли его далеко ниже переката. Поэтому сегодня мы перекат тоже проверим, вот, но спустимся ниже по течению и будем облавливать там, на мой взгляд, перспективный левый берег Мокши. В прошлый раз мне удалось поймать там голавлика на 900 грамм, ну и маленьких еще там грамм по 500. Вот, все, начинаем рыбачить. Будем надеяться, что эта рыбалка будет успешная. Поехали. Решил сделать несколько забросов, не включая камеру, так скажем, и не знаю почему, но удалось поймать первого голавлика. Воблер Эльминул 44-й. Вот буквально на прошлой рыбалке его распаковал. Вот. И вот такой вот голавлик. Отпускаем его. Роман у меня там еще собирает снасти. А я уже бросаю как бы. Вот под это дерево, под ним постоянно, так скажем, ну не постоянно, системно есть поклевки. Вот. Ну посмотрим, будет ли сегодня активен голавль. Здесь даже есть возможность поставить диповый воблер. Сейчас проверим разные горизонты. Солнышко светит, прохладный ветерок. Не жарко, я бы сказал, и не холодно. Ой, окунь шел за приманкой. Вчера Сергей Викторович был на джиговой рыбалке, сказал, что окунь активно у него клевал, даже, так скажем, не на микроджиг. Вот, окунь активизировался, но это далеко ниже по течению отсюда. Ну и здесь тоже вот окунь интересуется приманками. Я думаю, в прилове мы сегодня увидим и окуня. Ну и сразу же окунь. Как я и думал, данная рыба будет нас преследовать сегодня. Размер, конечно, такой себе. На диповый воблер тоже не клюет. Окунь преследует приманку до лодки, но что-то не хватает. Решил миножку вот поставить. Посмотрим, отзовется, не отзовется. Хотя мы не за окунем сюда приехали. Поймал что-то, Роман?
Роман окушка поймал тоже. Голавлик маленький, говорит. Ну, покрупнее, чем я поймал. Ага. Ну, ты, Ромка, поймал маленького голавлика. Но нам нужен крупный голавлик. Поднимаемся на перекат, сейчас там проверим, как дела, и пойдем сплавом вниз. На выходе с переката удалось поймать 2 голавлика, там и окунь мелкий, ни о чем. Мы находимся, как бы, так скажем, на начале переката. Кидаю, тут меняю приманки. Место вон там очень интересное, как бы, блин, 100% выигрышное, но нифига не клевало. Ну вот смена приманок дала свой результат, и подъязок вот клюнул небольшой. Головля почему-то нету, но есть подъязок. Тихо. Отвалился. Вот, смотрите. Это вот подъязок. Небольшой, но рыб, как говорится. Да, давайте его отпускать. Все, домой. Воблер Гипноз от Понтон 21. Поближе показать не могу, всадился в якорную веревку. Вот сейчас достану и продолжим рыбалку. Оно тоже клюнул подъязок небольшой, такой же. Это тоже, конечно, приятно. Но где голавль? Я сейчас пытаюсь вот обстреливать отбойную струю вот от куста. Именно оттуда клюнул этот маленький подъязок. И была у меня там еще поклевочка одна. Поэтому рыбка там определенно стоит, но ветер не дает делать точные забросы. Когда голавль активен, он клюет сразу. Поэтому предположим, что его здесь нет, либо активность его никакущая. Прошло почти 2 часа с начала нашей рыбалки. Результаты такие себе, скажем. Ну вот маленький голавлик вот сейчас клюнул, выпрыгнул, сорвался, убежал. Не клюет от слова совсем. Роман поймал там, он сзади меня, поймал пару подъязков в начале переката. И все, и не клюет. Значит, по состоянию реки уровень воды относительно прошлых выходных упал. Вода прозрачная. Видно прям все хорошо. Дно тут. Трава кругом. Но голавль не клюет. Повторюсь, да, вначале я сказал, что как бы прошлые выходные мы тоже на перекате ничего не поймали, а рыбу нашли далеко ниже переката. Но не обловить перекат мы тоже не могли. Нужно было обязательно здесь проверить. Сейчас еще, конечно, покидаем, на бурлилке немного покидаем и пойдем уже сплавом вниз. Был вам
поклевка на жука. Голавль там есть. Так что на мели стоит в траве. Но не засекся. Ага, вот опять. Есть. А вот теперь засекся. Добрал я его. Ну, в траву завел. Выходи давай. Он такой уже побольше, да. Очень интересная рыбалка на поверхностные приманки, ребята. Голавлик не крупный, конечно, но первый раз он... ну как не крупный, довольно-таки ничего себе, так скажем. Ну как ничего себе, грамм 400-500, я думаю. Он разговаривает еще. На жука. От фирмы Сакура. Засекся нормально. Так, вот такой вот голавлик. Красавчик. Отпускаем его. Вот такой вот жук плавающий, типа подмайского жука. Принес нам голавлика. Ромка поймал там кого-то. Ромка кого-то поймал, тащит. Голавлик. Ну не крупный, что-то непонятно, куда крупный-то делся. Опять мелочевка. Я уже на волкера перешел, как бы. Крупного головля что-то пока не видать. Вся надежда только, так скажем, на нижнюю акваторию. Может быть, он все-таки там нас ждет. Да он нас там, наверное, ждет, потому что в прошлые выходные мы его там видели, ловили и отпустили. Так, ребята, не верил я в эту поклевку, как бы, на волкер. Не знаю почему. Первый раз в жизни ловлю головля на волкер. Хотя знаю, что это тоже эффективная приманка. Да. И забросил, значит, под кусты. Прям под самый вон туда далеко. Выждал паузу. И именно на этой паузе голавль схватил мой волкер. И неплохой голавль, я вам скажу. Давайте мы его в подсачник возьмем. Опа. Откроем. Да, побольше чуть-чуть. Откроем душечку сейчас. Блин, все перехлестнулось. Если он сейчас вырвется, то может все тут нам поломать. Этого нужно, как говорится, не допустить. Вот так вот. Вот такой вот голавлик. Для сегодняшней рыбалки неплохой. На струе здесь он не клюет, а вот на отмеле клюет. И в прошлые выходные Роман тоже поймал с травы.
Пробую сейчас здесь. И это принесло результат. Да, вот такой вот голавлик. Отпускаем его домой. Ничего выдающегося нету, взвешивать не будем. Приманка вот такая вот. Это у нас Мегабас. Док X Junior, по-моему. Давным-давно ее покупал, в интернет-магазине. Она была вот в такой вот раскраске. Мне показалось, невыигрышная какая-то раскраска. Поэтому она, наверное, единственная там и осталась. Но, тем не менее, маленький волкер мне в коробочке был нужен. Я уже ловил на нее некрупных жерешков там. Ну вот попался голавлик. Так скажем, не небольшой, не маленький, среднего размера. Продолжаем. Пока я тут экспериментирую уже с попперами, Роман поймал подъязка. Что там, подъязок? Роман? Подъязок? Ну да. Подъязок, говорит. Вот, а я тут попперами балуюсь. Экспериментирую, так скажем, с приманками. Он тоже не крупный. И рыба стоит в траве. То ли жрет ее там, или чего. Короче, траву жрет, рыбок не жрет пока. Наверное, так. Ну, давайте попробуем. Поднялся очень сильный ветер. Может быть, это одна из причин неактивности головля, не знаю. Но рыбачить очень некомфортно. И уже становится даже прохладно. Пожалел, что не взял куртку из машины. Обещали 20 градусов. А тут что-то прям ветрище, холодище. Крутяк, хоть такую куртку надеть. Теплую я в машине оставил. Жара, думал. Нет, не жара. Все, осень уже, ребята. Рыбалка превращается в борьбу с ветром. Сорвался маленький голавлик. Да, ветер очень сильно мешает. Ветер и рыбалка на головля, наверное, это... Ой, окунь сорвался. Ветер самый худший враг, наверное, рыбалки на головля. Ну, как говорится, что же делать? Дождался я поклевку. Дождался, ребята. Давайте якорь сбросим. Голавлик, мне кажется, неплохой. Или мне кажется.
траву завел. Завел в траву. Блин, ну как так-то нам? Короче, вот из-под этого пучка травы схватил. Давай, выходи. Ага, вышел. Ну, не особо хороший. Ну и не маленький. Но зато вон какой бодрый. Воблер клатч. Ну, хороший голавлик, ребят. Хороший. Расчет был, конечно, да, вот на этот прогон. С утра я, как и говорил, потому что в прошлые выходные именно здесь попадались более-менее крупные экземплярчики. Опа! Ну, этот достоин того, чтобы мы его с вами взвесили. Опа! Хорошая рыба. Что-то около килограмма, наверное. Воблер клатч. Ну, это трофей этой рыбалки, так скажем. Давайте крючок освободим у него. Опа! Вот такая рыбина. Клюнула. Вот такой красавец. Да? Взвесим его. Давайте. Ну, что-то около килограмма, я думаю. Так. Что-то весы не сработали. Да что же за такое-то? Килограммы, да? Давайте еще раз попробуем. Не хотят взвешивать. А, вот пошли. «940 граммов». Ну, говорю, около килограмма. Время 14:00, ребята. И, так скажем, первый достойный голавль. Мы, естественно, его отпускаем с вами. Иди домой. Все, офигенно. Голавль — это рыба для удовольствия. Фух. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Крутяк. Воблер, на который мы поймали этого красавца, клатч, вот в таком вот цвете, товарищ в свое время задарил. Огромное ему спасибо. Вот. Поводочек помялся. Не знаю, как бы я не люблю. Вот когда мятые поводки, мне кажется, это влияет как-то на игру. Наверное, сейчас заменю, потому что как-то вот эта струна чего-то не совсем выпрямляется. Так, ребята, возвращаемся уже к машине. Клюнула вот такая рыба. Наверное, это жерех.
идем с плавом против течения. Ветер нас гонит. И мы немножечко бросаем. И вот такой крупняк пошел, короче. Так, у Романа рыбка покрупнее, и это окунь. Неожиданно ожидаемо у Романа клюнул окунь. Грамм на 150, а у меня окунь клюнул. Отвалился, что ли? Блин, у меня фрикцион затянут. У меня тоже окунь сейчас был. Все, ветер перестал дуть, и нас теперь по течению несет. А у Романа кончился бензин. Ребята, тут уже к машине подошли. Решил поставить. Ничего себе, давит. Маленькую резиночку. Типа там микроджиг, вот это все дела. И что-то клюнула щука, может, или что. Но очень что-то мощное там давит, короче. А окунь огромадный, ничего себе. Вот это папа окунь, ну-ка иди сюда. О! Вот это бонус. Ребята, вот это бонус. Ну, этого я возьму домой, как бы, блин, давайте там без вариантов. Этого я пожарю. Смотри, а? Да. Это, смотрите, какое окунище. Прям вообще не ожидал, короче, я на что-то поставил. Думаю, дай-ка попробую. Ну, я уже пробовал сегодня, там маленьких поймал, 2 пиписечных. Может, еще есть. Сейчас брошу, Роман, ага. Вот такого на басанул. Нормально. Вот такой окунь клюнул, ребята. Огонь. Ребят, решил взвесить. Короче, окунь весит 580 граммов. Ну, как бы это ни звучало, там может быть смешно, но это трофей мой, так скажем. На Мокше я крупнее окуня не ловил. Хороший окунь. Этого съедим. Все, дорогие друзья, подошла к концу сегодняшняя рыбалка. Голавль у нас клевал отвратительно плохо, но тем не менее удалось поймать несколько штук, даже подвязки небольшие клевали. Ну и порадовал в конце обалденный окунь. Следующую рыбалку, наверное, попробуем устроить на щуку, но это не точно. Поэтому пока-пока, увидимся на воде.